Я помню первый день войны, когда мы с Бесланом Барганджи, значит, по его поручению написали обращение к народу, так сказать, он позвонил нам, значит, а мы сидели в президентском дворце. Надо, говорит, подготовить обращение к народу. Но мы, чтобы ускорить время, сели с Бесланом Барганджи и стали писать обращение. Он одну часть, я другую, а потом сложили, чтобы побыстрее это все сделать. Приехали туда, где находился Владислав Григорьевич. Он находился на маяке, там, значит, в воинской части российской. Владислав Григорьевич и командир, значит, этой части сидят, значит, командир части там стол какой-то накрыл, солдатская еда, так сказать, да, там тушенка, черный хлеб. Их бутылка коньяка открытая, но полная. Они не пили ни грамму, кстати говоря. И вот пока, значит, устанавливали там эту аппаратуру для записи его обращения к народу, так сказать, да, он взял то, что мы написали, и начал править. Глаза поднимает и говорит: фашистами их назову, как вы смотрите? Мы с Бесланом Барганджи говорим, может, пока не надо сразу фашистами, в конце концов, наверное, придется какие-то переговоры вести, а как с фашистами потом договариваться будем? Он подумал, пусть на вашей совести, говорит, будет. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы.